В тесноте, да не в обиде. За день по единственной трассе главной лыжной арены Коми проезжают сотни спортсменов. Одни только вкатываются после летней подготовки, другие отрабатывают технику. Безопасность превыше всего. И искусственный снег диктует свои правила. Искусственный снег – это, по сути, не снежинка, если взять одну единицу, да, а маленькая замерзшая капелька. И поэтому лыжи катятся, условно говоря, как по подшипникам. Конечно, скольжение гораздо выше, и поэтому предъявляются определенные требования к техническому исполнению лыжника. Вот. Это похоже на европейский снег. Почему мы всегда проигрывали, когда приезжали в Европу, с натурального снега? Потому что европейцы уже на искусственном катались. Сейчас есть у нас такая возможность в Сыктывкаре. Готовить трассу начали еще в конце октября, как только пришли минусовые температуры. Но этот ноябрь стабильностью не отличается, говорят сотрудники лыжного комплекса. А потому за прогнозом погоды следят как никогда. Для того, чтобы запустить установки для снижения, столбик термометра должен показывать -3, не больше. Людей даже пришлось перевести на ночное дежурство. 3 смены ночью, это днем работает, потом отдыхают, другие работают. А ретраками очень трудно работать. Считаю, что и лыжники приехали кататься. Такие проблемы не только в Коми. Вся центральная Россия едет на север в поисках снега. Но и здесь найти его не удается. На сборы спортсменов принимают только те комплексы, где, как и у нас, есть системы искусственного снижения. В Сибири были проблемы. Ранний снег выпал, потом все стаяло практически. И сейчас буквально по пальцам можно считать регионы, у которых есть соответствующая возможность обеспечить снеговую эту нагрузку для спортсменов. Это есть в Тюмени, есть уже там дальше в Хакасии, там, где уже климат более, суровый. Со следующей недели республиканский лыжный комплекс переходит на усиленный зимний режим работы. Число спортсменов здесь вырастет и перевалит за 1000 человек. Готовить придется трассу уже на 5 километров. Эта дистанция пригодится и для проведения первых официальных соревнований сезона. Старты начнутся 19 ноября. Виктория Палкина, Антон Ворожищев, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.